Фух, сейчас выехал на маяк снова. Ну как снова? Последний раз я, наверное, месяц или полтора назад сюда выезжал. Ну это, в принципе, самый оптимальный маршрут. Он такой тупиковый, машин не так много, нормально доезжать можно. Вот. Я, кстати, новый шлем купил. Вот. Тот, как помните, я еще брал в Китае, который красно-черный. Он у меня с Китая, ему уже сколько лет. Получается, где-то в 16-м году я его брал. Получается, 6 лет ему. Вот. Но он был весь в трещинах уже. И такое уже, ну, как бы в целях безопасности, как бы он уже такую функцию не несет. Он уже в трещинах весь. Ну, падал миллион раз. Ну, не я падал, а сам шлем падал. Вот. А этот я купил, но еще что плюс в нем, у него козырек есть. У того не было козырька, а вот как раз днем в солнечную погоду просто необходимо это, чтобы лицо не загорало, моська. Вот, и взял его, он там сколько, $35, нормально. Такой удобно сидит еще, удобнее, чем тот. Ого, тут церковь местную обернули в пленку. Вот написано Deadly Poison, смертельный яд. Что-то от чего-то обрабатывают. Я вначале думал, зачем его обернули, а вот тут написано. Вот, интересно, от кого его так очищают. А почему и смысл, и из пакета его, и вот. Если тут, конечно, работка такая серьезная. Обернуть все это здание. Папа, а да я тоже поговорю на телефоне. На, говори. И еще мы просто из пакетами, и смысл, и теперь украли, и они просто закрывали, и все пожарная полиция. Пожарная машина, это все украл. И, ну, так и защищено, а тут все сегодня, блин. Ну, мы же не можем делать. Но это, вот это стола большой, а там просто из всего и срисовано. И вон стало из пакета, и тут солнце горит. И зачем тут томный сталка? Полно плевки мам. И это мечна, вот моя рука. И мы это решили так играть. Но мы решили играть все пленом. Там такая стеклянная дуг. А у тебя такой 6 грамм. И Так, и сними так. И пипи-племок. Это моя палочка. Так, это моя палочка. Волшебная палочка. Ладно, оставь ему, что ты пока. Это мой папчина. Ты расскажи про нее лучше на камеру. Покажи на камеру.
И вот мой палочка вообще. И так прикольно хочет, что его Дай ему палочку, я пока, чтобы он не плакал. Это мой. А то сейчас телефон возьму у тебя. Ебло. А мне там вместе. Папа сказал, что нельзя телефон мне. А пол это такая и техника. Облем набитый техника облем. И тут что-то не так. Его залить. Попа набьёс. Но это пися, если кто-то нет. Вот она прям камеру начали. Фух. Мою машинку в новом доме. Тут, оказывается, у меня буквально в 200 метрах мойка. Вообще отлично. As soon as it went underneath, it went to lock screen. Okay. Фу. Сейчас мы приехали на Спрингс еще один. Вот тут вообще офигенно, с масочкой поплавать, вода чистейшая. Вот здесь 3 такие дыры огромные, откуда идет вода, сами вот родники по-нашему, Спрингс. Это получается так, ну я смотрел где-то схему, почему вот эти, откуда эти родники вообще идут. А где-то выше по уровню есть еще озера. С этих озер эта вода, получается, идет ниже под землей и выходит здесь. Там яма, вон рыб столько плавает. Вон там голубые крабы есть, он огромный вообще. Может, рыбку одну заберем, пожарим? Крабу давай. Краб неохота. Там дно видно у них. I got back to the rock over there. That one that's kind of leaning towards us. Yeah. That's about it. Вода, конечно, здесь такая довольно холодная. Долго не побудешь в ней. Все-таки из-под земли идет. Ну, не как родниковая, но прохладненько. Океанская сейчас намного теплее.
Yeah. Hey, Jeff. Да быстро, быстро выплывет. А я с Настей поплыли к дыре вглубь земли. Смотри, чтоб не засосало. Фух. Ох, ну что, сегодня 5 мая, наступила жара, ну сегодня где-то 31-32 градуса в тени, вот уже реально жарко. Вот мы торчим сейчас на улице в тенечке под тенью нашего дома двухквартирного. Вот здесь мы вот на бэк-ярде организовали вот ковер с прошлой квартиры, взяли его, думали там оставить, потом я приехал, мне надо забрать, пригодится, думаю, вот как раз он сюда вот отлично прям вошел по месту, как раз детям бегать туда-сюда. Но вот сзади меня это стиральные машинки, стиральная машинка и сушилка. Вот, это тоже на 2 квартиры, то есть могут и эти пользоваться, и мы. Общажные, получается. Вот. Так, ну что, сегодня вот 5 мая, мы здесь живем уже в этом доме, можно сказать. Или полуапартменты, полудом, тоже и домом не назовешь, и апартментом не назовешь. Уже 1,5 недели живем, уже знаем косяки, ну не то что косяки, блин, это далеко не идеальное жилье, это стоит 1300 в Дайтоне, на самом деле это вообще самый низ рынка. И соответственно и качество соответствует этому. Дайтона, потому что это курортный город, в курортном городе, естественно, все очень дорого, как бы в целом. Вот, ну тут грех жаловаться, в целом по качеству это не отличается от предыдущей квартиры, в которой мы жили. Что здесь из плюсов, в отличие от той квартиры? Это далеко от идеала вообще все, конечно. Но я просто буду с той квартирой теперь сравнивать. Здесь паркет, здесь не плитка, как там. Там это ужас вообще был. Плитка, ну по плитке нереально вообще там босиком ходить. И там обязательно нужно ковры стелить, ну, либо, ну да, ковры стелить там 100%, потому что если чуть-чуть там мокро, какая-то влага, они очень скользкие становятся, ну, для детей, для взрослых это тяжело. Вот, здесь везде паркет, вот, да, ну что, намемекал тут, вот, здесь паркет, вот, по охлаждению, потому что мы живем во Флориде, Флорида это очень жаркий штат, тропический, можно сказать. И охлаждение здесь производится оконными кондиционерами
не как в той квартире, где один кондиционер стоит большой, и он охлаждает через вентиляцию все комнаты, все помещения квартиры. Вот здесь, там есть, здесь в каждой комнате он есть. Тут староватые, такие тошибовские. Вот. Там поновее стоит, новый, точнее, по-моему, поставили. Вот, но в чем его преимущество? То есть, естественно, если ты не хочешь охлаждать всю квартиру, ты все помещение ты можешь включить в какой-то одной комнате, оно будет охлаждать. Но мы вначале подумали, что это, блин, круто. Но сейчас понимаем, что это, в принципе, так как мы находимся во всем помещении, дети у нас бегают везде, и все комнаты используются, нам проще общий кондиционер на все помещение. Вот. Я не знаю, что экономичнее получается, вот эти вот включать или нет, но по ощущениям оконный кондиционер, ну, по крайней мере, вот этот, он очень слабоватый. Вот он еле-еле охлаждает вот это помещение, ну, то есть гостиную. Еле-еле, при том, что он работает сейчас на максималках, то есть на самой нижней температуре, 60 градусов по Фаренгейту. Но как-то он, не знаю, по-моему, не тянет. Нет, может 60 есть. Я, короче, не знаю, и вот он не справляется. И для идеального результата надо включать везде их. Что тоже, мне кажется, немножко это, ну, будут тут не очень много жрать электричества. Мы пока так еще... Мы еще так пока не делали. Вот, это из минусов или из плюсов, хрен его знает. Мы еще, короче, не определились, но это неудобно. Вот, дальше что? Вот мы съездили в Икею, купили вот здесь мебель кое-какую, кресла, стульчики такие, там стол взяли, вот этот вот. Вот. Ну, еще там по мелочи, там полка, не полка, всякого. Икея вообще офигенный магазин, обалденный. Я первый раз в нем затаривался, вообще покупал что-то. Я был пару раз, один раз, по-моему, я был в Новосибирске, в Икее. Вот. Там мне экскурсию проводили, там мороженое кушал. Вот. Так. И все в целом пока как-то здесь нам намного больше нравится, потому что есть бэк-ярд свой. То есть там дети могут бегать. Все равно чувство пространства — это очень здорово. В многоквартирном доме жить — это... Ну, нету своего чувства пространства, кроме своей квартиры. Здесь хоть есть вот машину там поставить. Какое-то пространство есть. Пространство — это круто. Когда ты это поймешь, ты понимаешь, что в апартментах жить больше вообще не хочется. Фух. Иди, вон рыбка твоя. А там есть
А можно я их иду просто покормить? Так, приехали за дровишками в лес на санях своих. Вот. Сосен тут набрал для гриля, для вкуса, для запаха. Вот, а то на углях совсем не то мясо жарить. Вкус не тот. Класс! Спасибо! Где мой стаканчик? Он говорит, куда мы едем. Ой, тяжело поднять. Не надо поднимать. Вот площадка. Много площадок. Куда живем? Ты говоришь, где мы живем? А куда мы идем и где живем? Ты куда? Ты по лесу иди. Да. Ты говоришь, куда мы живем? Где мы живем?
здесь, потому что это лес. Идем. Пошли. Пойдем на выход, где такой домик. Давай идем. Папа, ты говори, куда нам идти? Вот туда. Туда. Угу. Папа, ты говори, куда нам идти? Папа, безопасный. Смотри, как тут лес безопасный. Смотри, тут лес безопасный. Пойдем обратно. Пойдем обратно. Пойдем обратно. А то я уйду без тебя. Ну идем же. Да. И еще я была маленькая, и я всегда падала. Давай, виси. Да? И потяни. Я же помню, что я была такая маленькая. Смотри. Ага. Давай еще. Ну все, я уже встала. Ладно, пойдем. У леса есть животные. Да. Да. Если это деревья, подскажет. Поплаваем. Ух ты, тут лодка стоит. Папа, да поплаваем. Так, только Даку сюда не пускать. Тут человек-паук. Где? Тут человек-паук там. Не могу куда-то бегать. Мама, давай Ой, папа, тут есть крокодилы еще. Да, вот. Смотри у меня. Папа, пойдем на лес? Пойдем на лес? Папа, пойдем на лес? Где? Где кладбик? Где кладбик? Где кладбик? Потом покажу. Фух, сейчас с детьми поехал на юг. Понс-Инлет, это где вот как раз в сторону маяка, в которую я на велике постоянно сейчас езжу. Площадки всякие, лес нашли, там мангровые заросли. Классно здесь, короче. Погода классная стала. Сейчас сегодня 24, и это все благодаря, естественно, северному ветру. Да, северному ветру. Ветер здесь очень сильно влияет вообще на погоду, на температуру. С севера дует, сразу погода становится, ну, он приносит такую свежесть, прохладу. С юга это влагу, духоту, такую жару приносит. Очень разница большая, и тут прям эта местность сильно зависит. Ну, вообще в США, от Северной Америки, от ветров очень сильно зависит. Не так, как, например, у нас там в континентальной части Евразии, да, там в Чувашии той же самой, ветра, они, ну, не настолько сильно влияют на погоду. Например, если даже с юга дует, это не значит, что будет теплая погода по весне, по крайней мере. То есть может и с юга и холодный дуть. Вот. Потому что океаны все-таки меньшую роль играют у нас в формировании типа погоды. Хотя Гольфстрим, вот с Гольфстримом очень сильно влияет, потому что с северо-запада он приносит такие, бывают теплые, зимой особенно, теплую погоду. Вот, а с юга наоборот, он даже холодную приносит, откуда-нибудь с Казахстана, он холодную
погоду зачастую. Ну, это зимой. Кидай, 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 кидай. О, сейчас пришли, короче, тут DMV, драйвер лайсенс для Насти получать. Сейчас водить ее будем учить. Вот, кушаем самсу. Тут русский магазин, русскоговорящий есть, с нашими всякими продуктами там, СНГшными. Вот самсы за $4 взяли. 3 штуки. А это не продукты, это просто сладости. Да, и нам сладости надавали, да, Этька? Ой, вкусная самса. Петик, Давай. Oh, that's a cute one. Ты... Мама, скажи мне, что я буду эту буду. Нет, там здесь не будет. Мама, я люблю мороженое. Мороженое вечером нельзя. Нет, мам, а я наступила вечером. Заступила вечером? Фух, добрый вечер. Выехал на велике кататься, сейчас уже 12 часов ночи. Вот так. Рассказать, что вообще происходит в нашей жизни. Фух. Живем так же, все там. Ну и как так же, вот то, что мы переехали в дом. Сверху к нам заехали, до этого жили там багамцы или ямайцы. Ну, в общем, не суть важно. Вот, их куда-то перевезли, в смысле, куда-то переселили их, и сейчас заехала семья из России, приехала. Из Урала, там, с Магнитогорска откуда-то, ну, короче, с тех краев. Вот. А так, ничего нового вроде, все так же.
такие же папские будни, честно говоря, чуть-чуть, не знаю, устал немножко, не от детей устал вообще, что-то как-то все по накатанной это идет уже. Хочется работать, конечно, деньги зарабатывать, потому что денег-то не хватает на что-то большее. А хочется немножко большего. И по жилью хочется немножко большего, потому что я что-то переехал, и у меня даже какая-то ну, далеко не то, где хочется жить. Этот дом, еще тем более по соседству с другой семьей. Ладно бы, если бы это был бы дом, как бы наш целый бэк-ярд. Вот тут получается другая семья, и все равно нет ощущения. Это еще хуже, чем в апартментах ощущения. Это как будто живешь в одном доме. Хотя с ними как бы у нас ничего общего, кроме стиральной машины, нету, получается. Но все равно вот такое ощущение немного не то. В апартментах ты уже заведомо знаешь, что тут много соседей, вот, и так далее. А тут, блин, не знаю, может привыкну к этому, но что-то такое ощущение не очень, честно говоря. Вот. Если ладно бы там даже ямайцы или багамцы жили, они хоть с ними общаться там не надо. С русскоговорящими все равно надо общаться, как-то пересекаться, когда этого не хочется, например, делать. Я от русскоговорящих как бы вообще не завишу. Ну, в смысле, что мне не нужно у меня нету потребности там в общении или еще как-то. Если я захочу там сам, например. Вот. Не всегда хочется видеться там даже парами фраз перекликиваться, тоже неохота. Но это ладно, это мои заморочки уже, мои загоны. Вот, а так ничего нового. Еще забыл сказать, Настя, ты сегодня получила learning license, то есть водительское удостоверение, ну, не полноправное, а как ученик. То есть теперь я ее могу официально уже учить водить, то есть она может уже выезжать вместе со мной за рулем на дороге общего пользования. То есть все официально легально. Вот, так что теперь надо найти время и уже начать ее обучать вождению. Боязно, конечно, я не лучший учитель для нее, потому что все равно я немножко горячий, могу жестковато что-то там предъявить. Вот, поэтому Настя со мной тоже не особо хочет ехать, но деваться некуда, как бы просить тоже некого, и если кого-то и просить, то это платно. Ну, то есть специальные люди, специальные учителя, это все платно. Ну, это нет, своими уж силами сделаем потихонечку. Еще из новостей забыл. У меня, короче, зуб раскрошился здесь. И у меня там дырка, блядь, вылезла. Бать, вообще. Теперь одного геморроя еще больше стало. Не, реально, прям вообще некомфортно так еда попадает. Я уже забыл, что это такое. Раньше вот я в свое восточное кочевье, я почти все время с дыркой ездил. Потом в Чебоксары приехал, я все дырки закрыл пломбами. Вот. А сейчас опять вот у меня, я не знаю, что делать. Стоматология в Америке дорогая. Блин, ну жить так тоже, конечно, тяжело. Не знаю, либо терпеть. Погода обалденная просто. У меня сейчас еще один квест с машиной будет. Вот, надо искать проблемку одну. Короче, после мойки уже замечено 3 раза, после 3 моек у меня перестает работать передняя правая дверь и люк. Вот. По всей видимости, где-то заливает проводку, где-то открытая проводка есть, ее заливает, потому что через какое-то время, когда, видимо, просыхает, там, может, дня через 2-3, может, через сутки даже бывает, в зависимости от того, как залило, перестает эта проблема быть. Вот сейчас, после последней мойки, дня 3 не открывалась вот
передняя правая и люк. Так что надо смотреть. В первую очередь надо посмотреть эти сливные трубки, ну, дрейн каналы, короче, по которым вода с люка, вот, если попадает, стекает вниз. Ну да, сливные каналы, короче. Вот, их надо проверить, не забиты ли они, посмотреть, прочистить. В любом случае надо будет прочистить там какой-нибудь проволокой или чем-нибудь, тросиком каким-то металлическим. Вот, от велосипеда как раз, от тормозов у меня там есть. Вот, и надо этим заняться сейчас будет. И еще, что касается тормозов, которые я поставил, они по-прежнему шумят, по-прежнему скрипят, то есть без, когда нажимают, даже меньше. Я хрен знает, в чем проблема, как бы я уже столько проехал после этого. Я уже подозреваю, что, может, диски с колодками какие-то не такие. Они подходят, все, но идентичные предыдущим, но не знаю. Я взял их, купил самые дешевые, что нашел на Амазоне за $160. Комплект, все 4 диска и комплект колодок. Я не знаю, реально не знаю, в чем проблема. Ну, до сих пор шумят, как бы, мне это не нравится все равно. Езжу, как будто, не знаю, какая-то развалюха, ощущение сразу, когда шум колодок. На скорости этого не слышно, но вот когда медленно едешь по двору с открытыми окнами, прям вообще это очень хорошо слышно. По поводу, кстати, выхода видео на ютубе, я сейчас, вот потерял кондицию в плане производства фильмов. Я снимаю также все, в принципе, ну, чуть меньше, чем раньше, потому что особо рассказывать так нечего, ну, и по настроению вообще. Вот, и когда перестаешь монтировать, выкладывать, вот как началась война в Украине, у меня как-то вышибло вообще из жизни, ну, реально, это такой прям стресс, я думаю, для многих. Хотя, казалось бы, я тут в Америке, что мне там война где-то опять какая-то. Но нет, все равно для меня эта война очень близка, потому что там много знакомых у меня. Мне просто стыдно перед всеми моими знакомыми украинскими, честно. Вот, и меня вышибло это из колеи. И как всегда, вот, как физически теряешь форму, когда не занимаешься, так же и когда монтируешь фильмы. Тоже все потом тяжело уже начинать, когда это все запустишь. Вот, и уже время как-то, ну, время оно есть, можно найти всегда, но уже усталость какая-то, вечером с детьми сидишь, потому что целый день тяжеловато немножко. Вот, и пока так вот, ну, возьму себя в руки, потому что сейчас вот то, что я сегодня какое, 12 мая, вот то, что я сейчас это записываю, у меня, может быть, на этой неделе выйдет только февральский фильм. То есть на 3 месяца где-то опаздываю. Но там на самом деле я не сильно много за эти 5 месяцев с начала Нового года наснимал. Не сильно много, там особо ничего такого нету. Вот, тормоза слышно, наверное. Скрипят. И они еще, эти тормоза, кстати, диски, очень подржавели. Я это читал в отзывах, конечно, про вот эти диски, типа 1-2 дня. Вот у меня реально я их поставил вечером, с утра уже там ржавчина, такой тонкий налет был. Прикольно вообще.
косу. И еще маяк. Да, там маяк, шикарный закат. Волны, сейчас прилив самый пик. Волны прям вот сюда вылетают. Вау, пеликан.